Посмотрите, какое мирное небо у нас над головами. На Донбассе такого не видели уже долгих 8 лет, а порядка 3000 мирных жителей, к сожалению, не увидят уже никогда. Они стали жертвами обстрелов вооруженных сил Украины и национальных батальонов. Начиная с 2014 года деревни и города Луганской и Донецкой народных республик регулярно подвергались массированным артобстрелам и ударам авиации. И лишь после того, как ЛНР и ДНР признала Россия и началась специальная военная операция, ВСУ отступили. Жители нашей страны снова пришли на помощь Донбассу. Караваны с гуманитарной помощью едут в Луганск и Донецк из каждого региона, в том числе и из Республики Башкортостан. Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, товары для детей, строительные материалы и даже электрогенераторы и пожарные шланги. Жители Башкортостана собрали для Донбасса 75 тонн гуманитарной помощи. Проводить колонну приехал глава Башкортостана. Пока Ради Хабиров общался с водителями, волонтеры продолжали загружать фуры. Люди привозили вещи даже после окончания сбора прямо на площадь перед Конгресс-холлом. Каждый хотел внести посильную помощь. Всегда говорю, что жители Донбасса для нас родные люди. Мы уже не первый год им помогаем, не первый год к ним ездим. И в самые трагические моменты мы были рядом с ними. Поэтому у них сейчас есть надежда, что наконец-то все эти ужасы, связанные, последними 8 лет войны, прекратятся. Впереди у гуманитарного конвоя более 2000 километров пути. Чтобы преодолеть его быстрее, башкирские фуры вплоть до Ростовской области сопровождали инспекторы Республиканского ГИБДД, МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Сказать, что дорога была непростой, значит не сказать ничего. Ночью автоколонна попала под ледяной дождь. Утром на границе Самарской и Саратовской областей началась снежная метель с сильным боковым ветром. Выручала рация дальнобойщиков. Узнав, что везем гуманитарную помощь на Донбасс, другие водители старались пропускать колонну. Айдайте, все кучкой, дальше, давайте, удачи, дорожки, берегите себя. Колонна гуманитарной помощи от жителей Республики Башкортостан жителям Донецкой и Луганской народных республик продолжает свое движение. Сейчас мы подъезжаем к Волгограду, до которого остается порядка 200 километров. Ну а до границы России 800 километров. Добраться участники гуманитарной миссии планируют туда уже ближе к ночи. Благополучно доехав до Ростова-на-Дону, нам пришлось подождать колонну МЧС с гуманитарной помощью из других регионов страны. Только Башкортостану разрешили лично довести груз до адресатов в Донецке и Луганске. На границе караван насчитывал уже почти 50 грузовиков. После проверки документов въезжаем на территорию ДНР и сразу же видим, что пришлось пережить мирным жителям за последние годы. Это один из самых первых населенных пунктов после границы России и Донецкой Народной Республики, село Маринка. Некоторые дома здесь разрушены окончательно, восстановлению они не подлежат. А сейчас мы проезжаем село Петровское, где, судя по разрушениям, тоже шли ожесточенные бои. Дома разрушены вплоть до основания. Ну а судя по этой дороге, даже не скажешь, что когда-то здесь были массированные атаки артиллерии и минометами. Но вот такие вот игрушки попадаются по пути. Видимо, они свидетельствуют о том, что на этом месте погиб ребенок. Ну а здесь, видимо, в крышу бывшей школы попал снаряд крупного калибра. Разрушены не только деревни, но и города. Однако жизнь не прекращается. На въезде в Янакиево развивается российский триколор. На въезде в город воинской славы Дебальцево флаг Донецкой Народной Республики. Едем практически по линии разграничения. На блокпостах армия ДНР. Небо патрулируют истребители. По рации звучит команда «Срочно ускориться». По гуманитарной колонне на открытой местности могут нанести удар. Водитель, выходя, открывай борт. От Уфимского конгресс-холла до склада в Луганске водители практически не выходили из кабины. Дорога заняла чуть больше 2 дней. По лицам шоферов видно, они устали, но словно не замечают этого.
То, что я увидел, меня шокировало. По телевизору это одно, а в реальности совсем другое. Намного страшнее получается? Да, намного страшнее. Я даже не представляю, что жители пережили, когда шли обстрелы. Разгружать гуманитарный караван помогают местные сотрудники МЧС. Работа растягивается на несколько часов. Торопятся. Фуры нужно вывести обратно в Россию до наступления темноты. Весь гуманитарный груз, собранный жителями Башкортостана для жителей Донбасса, благополучно добрался до места назначения за 2 дня, преодолев 2300 километров. Электрогенераторы, постельные принадлежности, верхняя одежда для взрослых и детей, продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты и гигиены. До склада в Луганске также дошла и коробка от воспитанников детского сада Сулпулар из города Сибай. Сюда же они прикрепили вот такую открытку, на которой написали «Вместе» и «Помочь может каждый». После сортировки гуманитарный груз распределят среди тех жителей, кто нуждается в нем больше всего. Спасибо вам огромное за то, что вы нам привезли гуманитарную помощь. Нам она, конечно же, очень важна и нужна. Но самое главное, нам важен ваш приезд. Ваше дружеское отношение. Делегацию Башкортостана пригласили в администрацию главы ЛНР, чтобы выразить слова благодарности. Это уже далеко не первый гуманитарный конвой, прибывший в Луганск по инициативе Радия Хабирова. Вы знаете, самое главное – это наша дружба. Это то, что мы всегда понимаем друг друга. Вот это взаимопонимание. Это наши исторические корни, которых мы никогда не забудем. Это тот патриотизм, который сейчас есть и на нашей земле, и на вашей земле. Вот это самое главное. Мы благодарны, искренне благодарны народу. Благодарны тем, кто это собрал, кто не пожалел, кто довез. Огромную благодарность народу Башкортостана, руководству в лице Радия Фаридовича Хабирова. Мы еще хотим и ведем работу так, чтобы наша молодежь, наши дети знали, понимали и ценили дружбу между народами всех наших национальностей Большого Советского Союза. И то, что сегодня в течение 8 лет произошло на Украине, это большая трагедия. Еще 2 груженные гуманитарным грузом фуры приехали в Донецк. В ДНР они прибыли также в составе гумконвоя МЧС России. Башкирские автопоезда привезли продукты питания республиканских производителей. Муку, сахар, растительное масло, мясные консервы, бакалею. В коробках и пакетах теплые вещи, продукты питания, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены. Есть и детское питание. Местные жители сразу могли понять по наклейкам на бортах, откуда прибыла помощь. И это далеко не последний рейс из Башкортостана. Народ идет. У нас тоже есть такая же логистика, где мы уже формируем, наверное, следующий. Это будет даже не все эти материалы, товары поместили в нашу машину. Они под завязку заполнены на сегодняшний день. На момент подготовки этого репортажа мы связались с главой ДНР. Денис Пушилин подтвердил, раздача гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики уже началась. Раздача гуманитарной помощи нуждающимся уже началась или идет пока сортировка? Уже идет. Здесь с учетом того, что Россия в целом помогает и поддерживает в гуманитарном ключе в том числе. У нас концентрируется гуманитарная помощь на базе МЧС, и дальше уже по мере необходимости формируются наборы, то есть, скажем так, из расчета на одного человека на месяц. То есть эти наборы уже распределяются по тем населенным пунктам, которые освобождены, и по тем людям, кто в этом нуждается в первую очередь. С учетом того, что с Башкортостаном нас связывает уже достаточно давно, и просто хорошие человеческие отношения, плюс ко всему Радий Фаридович является и другом республики, и моим личным другом. То есть он приезжал и в другие периоды, он поддерживал нашу республику, как и Луганскую. И здесь те связи, которые у нас установились, они достаточно прочные. Поэтому здесь мы в следующий раз благодарим и народ Башкирии, то есть мы благодарим и руководство. Здесь, как всегда, плечом к плечу.
Ну, это, наверное, происходит еще из-за того, что у нас есть и общая история. С учетом того отношения, которое есть у личного Радия Фаритовича к тем моментам, скрепляющим, наверное. Да? Я говорю про Великую Отечественную войну, его отношение к генералу Шаймуратову, да, и, безусловно, и для нас это очень важно, потому что генерал Шаймуратов освобождал Донбасс, он погиб здесь, героически погиб, ну и уже позже, уже при Российской Федерации только был награжден званием Героя России. Это тоже заслуга в значимой мере, конечно же, Радия Фаритовича. В ожидании безопасного коридора на границе России и Луганской Народной Республики стоял еще один грузовик из Башкортостана. Нам пришлось дожидаться его в столице ЛНР. Ночью эхом раздавались разрывы снарядов, а утром 7 марта город подвергся ракетному обстрелу. От мощного взрыва и разрушений луганчан спасли силы противовоздушной обороны. Ранним утром силы ПВО сбили над городом тактическую ракету «У». Ее осколки упали на территорию нефтебазы, которая находится буквально в паре километрах от того склада, куда мы привезли гуманитарный груз из Башкортостана. Спасатели до сих пор продолжают тушить возгорание. На третий день предоставили безопасный коридор для очередной колонны с гуманитарным грузом. Выезжаем встречать наш грузовик на пункт пропуска. Дорога показалась нам знакомой, хотя мы здесь впервые. И лишь после рассказа нашего водителя стало понятно, где уже видели эти пейзажи. Именно здесь погибли наши коллеги с ВГТРК Игорь Корнелюк и Сергей Волошин 17 июня 2014 года, снимая свой последний репортаж. Помощь привозили. Ну, пацаны стоят же, голодные. Мы с другом скинулись деньгами, поехали в магазин, купили воду, кефир, там, колбасу, хлеб, сигареты и отвезли пацанам на передовую. Ну и как раз приехали, сидели возле машины, и начался обстрел, когда мирные жители выходили, как раз корреспонденты ваши были. Начался обстрел тогда. Ну, мы успели уехать. Но мирные жители с корреспондентами, естественно, нет. Сейчас мы находимся на автомобильной дороге, которая соединяет пропускной пункт Изварино и город Луганск. С минуты на минуту здесь должна пройти колонна гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В том числе в составе этого гуманитарного конвоя едет еще один автомобиль с гуманитарной помощью для жителей города Красный Луч. Ее специально собрали жители нашей республики. Основная колонна МЧС направилась в Луганск, ну а мы сопровождаем гуманитарный груз из Башкортостана до Красного Луча. От границы до этого города более 100 километров пути. Некоторые мосты взорваны, поэтому приходится искать пути объезда. И вот спустя 2 часа добираемся до пункта назначения. Гуманитарную помощь в Красный Луч собрали по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова. Именно рядом с этим городом легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова в годы Великой Отечественной войны сражалась с фашистами. Спасибо! Спасибо! Рады любой помощи, рады, действительно, любой помощи. Потому что это прежде всего отношения, это прежде всего отношения наших братских народов. Это очень актуально сейчас, потому что многие люди действительно нуждаются в помощи. Поэтому очень вам признательны и благодарны. Спасибо, что вы у нас такие друзья есть. Республика Башкортостан. Ура! Жителям Башкортостана, руководству Башкортостана передать большое спасибо, низкий поклон за ту помощь, которую вы оказываете нам в эти тяжелые дни, в эти тяжелые часы, не бросаете. Расстояние очень существенное, 2500 километров, и найти в себе силы, найти в себе, так сказать, желание поехать и поддержать нас, это дорого стоит. Еще раз низкий поклон, большое вам спасибо. Более 5 тонн продуктов питания, медикаментов, строительных материалов, товаров для детей. Все это аккуратно складируют, чтобы потом передать горожанам.
О Минигали Шаймуратове знает и каждый житель города Петровска. Здесь именем комдива названа средняя школа, установлен бюст генерала, открыт музей. Чтят не только героев Великой Отечественной войны, но и нынешних защитников Донбасса. На гранитных табличках высечены имена погибших выпускников. К сожалению, 8 марта этот список пополнился. На поле боя оборвалась жизнь 33-летнего Сергея Сапунова, который тоже закончил школу имени Шаймуратова и с 2014 года защищал родную землю. Так же, как защищали ее башкирские кавалеристы в годы Великой Отечественной войны. Гуманитарная миссия Башкортостана завершилась на месте гибели командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии, героя России Минигали Мингазовича Шаймуратова. Ценой своей жизни он и его воины защищали эти земли от немецких захватчиков. И вот спустя почти 80 лет со дня смерти комдива республика вновь пришла на помощь Донбассу, чтобы над его жителями солнце снова светило на мирном небе.